Будем стоять до конца. Раз начали, стоим. Уже год практически строят мусорные оккупанты полигон для московского мусора на границе нашего региона. Месяц стоит стройка. Почему стоит? Потому что пришлось в руки взять, самим взяться и перекрыть пути к станции ШИЭС. Прекратить незаконный подвоз топлива. Где ответы? Одни отписки, что ничего не строится. Как не строится? Я в месяц по 5 раз там бываю. Я вижу, какие масштабы строительства там. И чем это грозит всем нам. Всего лишь год назад состоялись выборы президента. Так называемые выборы президента. И на них нам снова объявили, что якобы победил Путин. И якобы 70% людей проголосовало за него. Но мы-то сегодня с вами знаем, что это не так. Оказалось, что за красивыми обещаниями стоит повышение пенсионного возраста, фактически изъятие наших с вами денег в пользу олигархов. За этим стоит назначение этого сочинского гастролера нам сюда в республику, в результате чего республика окончательно деградировала. Хотим ли мы, чтобы этот человек, который нас обманывал последние 19 лет, еще 5 лет оставался у власти? Нет! Что происходит с обычным полиэтиленом, если он периодически замораживается, находится в агрессивной среде? Он просто трескается, появляются микротрещины. К чему это приводит? Помимо того, что возникает жидкость, мерзкая, отвратительно вонючая жидкость, которая убьет просто водоток, кроме этого, там возникает так называемый свалочный газ. Если там что-нибудь тихонечко начнет тлеть, это будет не просто так, загорелось и потухло. Это так рванет. Я не мог остаться дома. Мы поехали туда со своими друзьями, потому что у нас есть дети. У меня растет сын. Как я ему буду смотреть в глаза, если я допущу этот мусорный беспредел, эту мусорную свалку? Если она будет рядом с нашим домом, это очень близко. Нам наши дети не простят этого, ребята. В 2019 году с нас просят, где ты был, отец, когда творилась мусорная эта катастрофа? Где ты был? Подходите, мужчины. Подходите, записывайтесь, потому что там стоят женщины, 65-летние женщины, которые просили меня передать, Миша говорит, передай мои слова. Именно тем мужчинам, которые здесь у вас в Сыктывкаре, потому что, говорит, вы тоже попадаете под удар. Не слишком вы долго прячетесь за моей спиной. Видела история. Революция бărân mi-a înșetis neautonomia med mi vidim коми câv, da коми культура câpătim. От мы сда своя сын, ми волим аша республика, Россия Федерация, а они мы фактически пожешуны колония. Кыш лептени нуани мучился версе, а берсе ваяны йог, пуктысны генерал-губернатора с кодемианен Юрала, вечкедле. Где мужчины среднего возраста? Что сидите, прячете за спинами своих жен, пенсионеров? Кто вас защищать будет? Кто защищать будет ваших детей? Я, которому 69 лет. Или пенсионерки, которые тут стоят. Встаньте вы, в конце концов, со своих диванов. Хватит греть задницу. Судя по тем высказываниям, которые позволяют себе чиновники разного уровня, и даже губернаторы некоторые, они считают, что все люди, которые протестуют против этого злосчастного полигона, против этой стройки, являются шелупонью, каким-то быдлом. Но мы не быдло, мы общество, мы сами можем установить свою собственную власть, вместо того, чтобы слушать этих жуликов, воров, негодяев, подлецов и циников. Три слова, которые олицетворяют политику нынешней власти. Депопуляция, деиндустриализация и деградация. Вот к чему привел этот гробокопатель Гапликов. Эти власти нас не представляют. Эти руководители никчемные уничтожают нас и наше право быть людьми. Всех их в отставку!